Да, талантливых людей в Иконхалке достаточно. Знакомьтесь, Назир Баисов. Умелым рукам этого мужчины подвластно все. Но на сегодня он активно увлечен изготовлением конной амуниции и камчи. Мы же нагайцы, кровь тянет все равно. Мы испокон веков нагайцы занимались лошадьми, и каждый лошадник умел плести, умел делать обмундирование на лошадь, сам подковывал, сам все делал. Никого не просили, как сейчас. Сейчас просят, давай подковать, подкуй, пожалуйста, сделай мне камчу, вот так просят. А раньше никто не просил, раньше все умели делать. Вот эта традиция сейчас, к сожалению, пропадает. И вот многие приходят учиться. Даже с Дагестана приехали, на 2 недели приехали, учились у меня. Я их научил, отправил. Вот до сих пор благодарны они. Звонят, друзьями стали, все. Вот каждый день почти звонят. И показывают свои работы. Назир, оцени, пожалуйста, как я сделал. Вот так спрашивают, вот так. То есть вы уже такой наставник для них, да? Ну, я бы не сказал, меня еще учить и учить, но сейчас, слава богу, есть интернет, везде разные плетения есть, все равно учимся. Вот, например, вот эту камчу заказали с Дагестана. Амирхан заказал его, именно вот такую хотел. А вот здесь его родовая тамга. Вот это родовая тамга его. Он попросил, чтобы я родовую тамгу сделал здесь. Вот я ему сделал. Вот это все делается вручную все. Все вручную. Вот я ему сделал, он должен приехать, забрать его. Рукоять тоже сами изготавливаете? Рукоять, да, изготавливаю сам. Вот железные люриксы, вот это вбиваю в дерево, заклеиваешь, вбиваешь, потом чистишь его. И вот такая рукоять получается. Ну, красивая. А сколько вы работали над этой нагайкой? Над этой нагайкой я работал 2 дня. День я плел саму камчу, а ручку делал день. Вот 2 дня проходит.